Меня всегда интересовал вопрос, что и как прогревается во время работы предпускового подогревателя. В нашем случае машина стоит уже 2 недели на морозе и абсолютно не утеплена. В ней установлена только Webasto. Давайте посмотрим небольшой эксперимент. Так, ну что, друзья, мы сейчас, пока я буду чистить автомобиль, у нас сегодня небольшой эксперимент. Мы выращивали эту машину. Видите, как много снега на ней. Она больше 2 недель стояла на улице. Сейчас уже ночью температура уже ниже 30 градусов. Ну, а днем, соответственно, около 25. И сегодня будет небольшой эксперимент. В этой машине ничего не утеплено. Нет второго лобового, нет автоодеяла. Но стоит Webasto. И, соответственно, было очень интересно узнать, какие температуры, как меняется температура в автомобиле во время прогрева, во время запуска при зимней температуре окружающего воздуха. Ну, то, что зима у нас уже началась, никто уже не спорит. Так, это ладно, дочистим потом. Сейчас главное добраться до подкапотного пространства. И на самом деле, ну вы сейчас поймете, мне нужно еще добраться будет до нижней части автомобиля. Это будет, кажется, сложнее сделать. Так, сигналка работает, это уже хорошо. Открываем капот. Во-первых, сейчас нам понадобятся вот эти наши датчики, они называются термохрон. Чуть поподробнее сейчас сделаем вставочку, вы все увидите. Так, вот такое вот устройство называется термохрон. Именно на него мы будем записывать результаты нашего запуска. Их у нас будет несколько штук. Сейчас идет программирование их. То есть им нужно задать определенные параметры. Регистрироваться температура будет каждые 3 минуты. Так, 3 термохрона, например, аккумулятор, верхняя часть двигателя, масляный поддон, картер. Следующий понадобится нам, он еще не запрограммирован, то есть он не работает. Это будет, например, коробка передач, автомат и салон. Думаю, 5 нам хватит. Программируются они вот таким образом. То есть вот здесь специальный слот. Вот идет. Сейчас идет групповое заполнение, автозапуск термохронов. То есть первый я запрограммировал. И вот остался 5. Вставляем. И на него записывается информация. Все, ставьте новое устройство. Но мы заканчиваем. Так, ну что, вот мы и вернулись. Показали, как были они заряжены. Сейчас расставим самый легкий. Это один на, соответственно, аккумулятор. Тут, кстати, стоит аккумулятор Furukawa FB. Куда-нибудь. Давайте вот здесь, наверное, хорошо приклеится скотч. На улице холодно. Так, это у нас номер 1. Не знаю, скотч я взял самый липкий, но тестировал на балконе и как-то не внушает он доверия все равно. Так. В целом на горизонтальную поверхность. Так, поставим вот сюда. Сюда будет побезопасней. Во время старта у нас наш дорогой датчик никуда не делся. Скотч почти не держит. Так. Я думаю, в этом году, этой зимой, наверное, будем несколько делать экспериментов таких. Это не единичный случай, но будет найти что-то подходящее, что хорошо клеится зимой. Впереди еще сильные морозы. Так, дальше еще один поставим в салоне, на зеркало повесим. Пусть висит на зеркале.
регистрирует температуру в салоне. Так, следующее, самое сложное, это 2 датчика надо будет поставить в поддон, на поддон и на коробку автомат. Попробуем прикрутить. Все, руки холодные, мокрые. Скотч замерзает, камера, кажется, тоже. Так, номер 2 у нас будет в поддоне. Масляный поддон Картер. Так. Так, это магнит дека. Он вообще не держит. Вся надежда на магнит. О! Ну, кстати, неплохо. Так вот делаем. По периметру здесь магнитики. Так, ну вроде держится. Так, все, уже пальцы отмерзают. Так, теперь запускаем Webasto Corolla на 30 минут. На радиатор, кстати, не прикрепил. Но роль радиатора у нас будет играть. Нам же главное двигатель разогреть, поэтому напоминаю, здесь у нас ничего не утеплено, нет автодела, нет картонки. И да, картонка очень важна. И, соответственно, я так думаю, эффективность будет ниже. Но потом повторим, то есть будет утепленная машина и повторим разогрев. Так, вам, наверное, не слышно. Так, напомню, датчик у нас стоит на аккумуляторе, на двигателе, на картере, на коробке передач и, соответственно, в салоне. Давайте закроем, через 30 минут запустим машину. Запущен был подогреватель в 15-17. Через 10 минут почему-то она остановилась. Затем я запустил его снова только что. Вот последнее сообщение пришло в 15:28. Webasto снова запустилась. Это нам понадобится потом для корректировки, для просмотра графика. То есть сейчас не идеальный вариант, когда Webasto прям включилась и работала прям до конца полчаса. То есть ее работа сейчас была прервана. Запустим сейчас запрос на статус, то есть в каком в статусе сейчас подогреватель. То есть в этом сезоне, в зимнем, я еще не запускал Webasto. Так, все работает. 28 минут осталось работы. Температура минус 21. Я не знаю, где он ее берет. По-моему, там, где стоит вот этот GSM модуль. То есть где-то под торпедой. И заряд аккумулятора 11:57. 15:38 на часах, то есть часы синхронизированы с компьютером в термохронах в то же самое время. Давайте в это время сейчас замерим температуру, которую показывает нам брелочек, 1 градус. Это выходит на патрубке охлаждающей жидкости стоит датчик. Он показывает сейчас 1 градус в 15:38. Это так нам на будущее пригодится. Посмотреть примерно тоже разницу между температурой на патрубке и температурой на крышке двигателя. Так, время на часах 15:48. Температура плюс 27 градусов. Чтобы лишний раз не выходить на мороз, сейчас узнаем, сколько нам осталось до окончания работы подогревателя. 2 минуты. Нормально.
Так, сейчас время у нас 15:57. Датчик показывает 35 градусов. Температура охлаждающей жидкости. Я сейчас проверю. Так, наши нижние датчики на месте. Webasto завершает работу. Он, получается, патрубок работает, выведен сюда, выхлопной. И здесь всегда вот так тает снег. Надо будет проконтролировать датчики, которые у нас на картере двигателя, да, то есть на поддоне и на коробке автомат, потому что от вибрации они могут упасть. С первого раза не запустилась. Машина уже давно стоит на улице, напоминаю. Так, запуск прошел. Во время запуска 34 градуса температура и время ровно 16:00. Это нам понадобится потом на подведение итогов. Так, все датчики вроде держатся. Никто не хочет отвалиться. Все нормально. Дадим поработать минут 30 в машине. За это время у нас салон должен прогреться. 16:32. Значит, машина уже прогрелась, я так думаю. Напоминаю, что она у нас без утепления. В салоне тепло. Все данные мы узнаем буквально через некоторое время. На улице уже за это время потемнело. Друзья, ну что, сейчас подошло время снимать наши датчики. Ну и, пользуясь моментом, хотелось бы призвать вас поддержать канал подпиской, поставить колокольчик для уведомлений. Я думаю, такие эксперименты зимние с термодатчиками будут продолжаться. Их будет достаточно большое количество. Поэтому, чтобы не пропустить новые интересные видео, ставьте в том числе и колокольчик. Так, ну что, снимаем датчики. Так, датчик номер 04. Это у нас получается салон. Так, аккумулятор. (0,1). Самое горячее место под автомобилем на детских магнитиках держится у нас коробка автомат номер 5. Так, ну самое время сейчас поставить автодело. Я думаю, повторим буквально, наверное, завтра наш эксперимент. Уже с утепленным автомобилем. Нормально. Так, и вот так. Так, вкратце опишу процесс. Значит, есть 5 датчиков, в них сейчас, они до сих пор еще снимают температурные значения. Есть вот такая вот программа и вот такой вот считыватель, с помощью которого сейчас по очереди я все данные перенесу в компьютер, и все мы вместе посмотрим на результат нашего небольшого эксперимента. Данные готовы, загружены, обработаны и сведены вот в один такой вот график. Значит, у нас здесь по оси Y у нас температура, как видите, от минус 40 до плюс 80. Это диапазон, который регистрирует термохрон. И внизу идет по шкале X, это у нас время. То есть 15:17, 15:31, 15:45, в 16:00 запуск двигателя, и далее уже там где-то минут 30 работа самого двигателя автомобиля. Так, да, вот можно поделить, в принципе, уже картина какая-то видна. Значит, слева до 16:00 у нас работает предпусковой подогреватель Webasto, а затем уже подключается сам движок. Ну, давайте по порядку. С самого главного это датчик двигателя. Отмечен он серым цветом. И, соответственно, постоянно практически идет вот такой вот рост. 15:17 это время не случайно. Это именно первый сигнал на включение Webasto был отправлен с телефона. Но в этот же момент у нас еще требовалось время для датчиков термохрон, чтобы они как бы немного подостыли. Они были у меня, соответственно, в кармане, вынес я их из дома. Но в будущем, думаю, будем учитывать этот момент.
Тем не менее, второй запуск произошел в 15:27. Это приблизительно где-то как раз здесь, где уже все датчики примерно стали, охладились до нужной температуры. То есть вот эту часть особо нами не нужна. Значит, второй запуск у нас сработал корректно. Почему остановилась Webasto, я не знаю. Может быть, все что угодно. Долго не включалась. Может быть, какая-то кратковременная просадка в электричестве была. Может быть, где-то что-то завоздушило. То есть, может быть, все что угодно. Но главное, что следующий цикл у нас отработал нормально. Грубо говоря, с 15:30 мы видим, уже идет нагрев двигателя. Датчик этот лежал на крышке, то есть на самом верху. И вот здесь во время запуска двигателя стало поступать масло, о котором мы сейчас поговорим, и, соответственно, антифриз из радиатора. Вот здесь мы видим, что рост температуры замедлился. Это обусловлено тем, что стало поступать в двигатель холодное масло. Кстати, по сигналке, по датчикам сигналки, там вообще была просадка по температуре, по-моему, градусов на 5 или 10, где-то в этом районе. Ну и затем, конечно, рост температуры, судя по этому графику, практически до 70 градусов. Также не забываем про данные температуры, которые были сняты с помощью датчика сигналки. В 15:38 это был 1 градус выше нуля, в 15:48 27 и в 15:57 35 градусов. Как мы видим, температура датчика, который находится на патрубке, всегда немного выше температуры двигателя. Двигаемся к следующему. Аккумуляторная батарея. На ней также стоял датчик, и здесь она указана вот такой вот оранжевой линией. Вообще, увидев график, я достаточно сильно удивился, потому что я знал, что батарея, аккумулятор может нагреться, да, но не думал, что так сильно. То есть вот здесь до включения двигателя такой постоянный небольшой прирост, где-то на 10, возможно даже 15 градусов. Но надо учитывать тот факт, что аккумулятор сам находится рядом с двигателем непосредственно, а двигатель, как мы видим, нагревается достаточно динамично, и скорее всего то, что датчик находится на аккумуляторе, закрыт он просто был скотчем, возможно, что он ловит просто вот эти теплые потоки воздуха. То есть, вкратце сказать, вот этот растущий график, вот такой, я бы, наверное, сейчас не учитывал. То есть, если бы аккумуляторная батарея была в полной изоляции, я думаю, потом повторим вот этот эксперимент, но уже поместим наш аккумулятор в какой-нибудь чехол такой изоляционный, и уже туда поставим датчики. Тогда будет более реальная картина. Но тем не менее, как видим, под капотом, соответственно, аккумулятор тоже принимает растущую температуру. Переходим в нижнюю часть. В нижней части у нас, соответственно, были размещены датчики на поддоне двигателя, там где находится масло, и на коробку передач тоже внизу. Два цвета примерно похожи, соответственно, чуть-чуть светлее синий и темно-синий. Темно-синий — это именно поддон в самом низу двигателя. Как мы видим по этому графику, абсолютно никак Webasto не разогревает масло, никакое там тепло, ничего не передается. То есть масло у нас как было при температуре где-то минус 25-23 градуса. То есть так она и осталась до запуска. Запуск произошел в 16:00, и здесь уже мы видим постепенный прогрев масла, как следствие такой вот растущий график. Чуть медленнее, но тем не менее медленно, но верно, также растет температура в коробке передач. То есть масло бегает и нагревается от двигателя. Ну и следующая у нас получается желтая линия. Это график салонный. В салоне датчик был размещен в районе зеркала заднего вида. Напомню, что автомобиль абсолютно не утеплен, ни автоодеяло, ни
картонки, ни второго лобового стекла, ничего не было. Ну и плюс, как мне, как хозяину этого автомобиля, кажется, нужно уже позаботиться о чистке печки, потому что за 30 минут работы двигателя рост составил примерно где-то до плюс 10 градусов. Это учитывая то, что в достаточно высоком месте находился термодатчик. Ну что, вот такой вот эксперимент. Думаю, есть интересные выводы, есть еще почва для размышлений, почва для других экспериментов. Друзья, я думаю, что этот эксперимент вам понравился, поэтому не забывайте подписываться на канал, поддержите его подпиской. Впереди будет тоже много подобных интересных видео. Если у вас есть какие-то предложения по новым экспериментам, где можно использовать вот эти термодатчики, то пишите в комментариях. Ну и, конечно, до новых встреч!